Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Хатлонской области сдал в эксплуатацию учебный центр подразделений специального назначения Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение лучшими учебно-тренировочными бытовыми условиями, которые созданы в этом учебном центре, и дал конкретные указания и поручения руководству Государственного комитета национальной безопасности и командному составу его подразделений специального назначения по эффективному использованию этой современной базы. 1 ноября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Хатлонской области сдал в эксплуатацию учебный центр подразделения специального назначения Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан. В ходе ознакомления с этим многофункциональным центром было сообщено, что он располагает многочисленными зданиями и сооружениями для обучения и тренировок, в том числе для боевых учений по стрельбе из различных видов стрелкового оружия, различных антитеррористических и спортивных учений. Здесь созданы современные условия для психологической и физической закалки личного состава подразделений специального назначения. Также центр оснащен новейшей техникой, оборудованием и технологией в соответствии с требованиями времени. В этом современном учебном центре, расположенном в прекрасном природном раеподобном уголке дорогого Таджикистана, созданы все необходимые бытовые условия, в том числе оснащенные казармы, пункт медицинского обслуживания, баня и химчистка, просторные столовые и жилые помещения для офицеров и членов их семей. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение лучшими учебно-тренировочными бытовыми условиями, созданными в этом учебном центре, и дал конкретные указания и поручения руководству Государственного комитета национальной безопасности и командному составу его подразделений специального назначения по эффективному использованию этой современной базы. Уважаемый лидер нации, мы искренне приветствуем вас в учебном центре Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан и желаем вам здоровья, долголетия и успехов. Для нас является предметом гордости и чести то, что сегодня благодаря независимости и стабильности страны Таджикистан получил признание мирового сообщества, а ваши уникальные инициативы в решении водных проблем
и укрепление мира для будущих поколений заслуживает похвал. Добро пожаловать, уважаемый лидер нации! Dear leader of the nation, in response to your efforts and concerns about that, we promise that we'll appreciate your efforts at the highest level. We always repeat the slogan that you suggested, Tajikistan forward. Было подчеркнуто, что эта база, оснащенная такой техникой и оборудованием, созданными благоприятными условиями, позволяет всесторонне и качественно подготовить личный состав подразделений специального назначения, в том числе с учетом мирового и регионального опыта боевых и специальных операций, проводимых сегодня в различных уголках мира. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своего выступления перед руководством и личным составом подразделения специального назначения Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, в частности, подчеркнул, что чрезвычайно сложная, быстро меняющаяся и непредсказуемая ситуация в современном мире требует от каждого гражданина страны, особенно от сотрудников и служащих Государственного комитета национальной безопасности, всесторонней военной и специальной подготовки, мужества и отваги, высокого чувства патриотизма, верности и самоотверженности. Посещение президентом страны уважаемым Эмомали Рахмоном учебного центра подразделения специального назначения Государственного комитета национальной безопасности завершилось прохождением личного состава перед лидером нации строевым парадным шагом.
Представляем вашему вниманию постановление председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан о созыве 19-й сессии Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Таджикистан и статьей 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляю созвать 19-ю сессию Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва 5 ноября текущего года в 10 часов утра в городе Душанбе. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Мы продолжаем выпуск. 6 ноября жители страны широко и с высоким чувством патриотизма отметят поистине историческую дату. Это 30-я годовщина принятия Конституции Таджикистана. В одном из своих выступлений президент страны, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, в Конституции отражены главные и масштабные задачи народа Таджикистана, направленные на создание почитающего справедливость общества, которые определены на основе национальных и общечеловеческих ценностей, чтобы быть неотъемлемой частью мирового сообщества, святости свободы и прав человека, признание равноправия и дружбы всех наций и народностей, осознание ответственности перед минувшими, нынешними и грядущими поколениями. Тему продолжит Шахло Бердыева. Конституция Таджикистана – судьбоносный и путеводный документ, другими словами, главный документ народа Таджикистана. Принятая на всенародном референдуме 6 ноября 1994 года, новая Конституция представила мировому сообществу Таджикистан в качестве независимого, демократического, правового, светского и унитарного государства. Принятие Конституции Республики Таджикистан, которая играет судьбоносную роль в построении и развитии нового таджикского государства, является одним из величайших достижений периода независимости. В результате неустанной деятельности правительства страны, благодаря поддержке народа Таджикистана, на основе конституционных норм за сравнительно короткий исторический период был восстановлен конституционный строй. И в стране воцарилось мир, спокойствие, политическая стабильность, национальное единство, безопасность и общественно-правовой порядок. Основное место в Конституции занимают права и свободы человека и гражданина. Признание высшей ценностью человека, его прав и свобод, как основная ось Конституции страны, является выразителем содержания и сути демократического общества и основы деятельности государственных структур. В Конституции определены фундаментальные принципы и нормы общества и государства, которые составляют основу политико-экономической, социально-культурной, правовой и внешней политики государства. На основе норм Конституции Таджикистану удалось создать прочные основы общества и государства, укрепить мир и спокойствие, политическую стабильность и национальное единство, обеспечить стабильное политическое и экономическое развитие страны, достойные условия жизни и свободное развитие для каждого гражданина. Этот священный документ, то есть Конституция, в действительности является выразителем воли народа Таджикистана. Развивается и расширяется многогранное сотрудничество между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. Конструктивная политика глав государств и, несомненно, вечная дружба таджикского и узбекского народов являются основой для развития отношений в сферах культуры и туризма. Дом-музей героя Таджикистана и выдающегося писателя Садриддина Айни в Самарканде считается одним из уникальных и интересных мест, привлекающих внимание многочисленных туристов. Конструктивная политика глав государств Таджикистана и Узбекистана считается главным фактором укрепления сотрудничества в различных сферах между двумя государствами. Развитию связи способствовали установление прямых авиарейсов, улучшение возможностей наземного транспорта и другие условия. Дом-музей Садриддина Айни в Самарканде – одно из интересных достопримечательностей, посещаемых туристами, особенно представителями науки и литературы из стран Азии и Европы.
Это дом героя Таджикистана Садриддина Айни, сохранившийся в первозданном виде до наших дней. Садриддин Айни создал в этом доме большую часть своих бессмертных произведений. В доме-музее имеются жилые комнаты и рабочие кабинеты, гостиная для приема гостей и другие предметы быта. В доме находится экспозиция произведений, книги писателя, научные труды по литературе и истории, которые были переведены на многие языки народов мира, газеты и журналы того периода и его подлинные рукописи. Герой Таджикистана, основоположник современной таджикской литературы Садриддин Айни, один из выдающихся личностей мировой науки, литературы и культуры таджикского народа. Отметим, что указом президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, Садриддину Айни 8 сентября 1997 года присвоено высокое звание Герой Таджикистана. Такое внимание главы государства Таджикистана и чествование памяти современного таджикского писателя способствовали повышению престижа Садриддина Айни как великого сына таджикского народа и всемирно известного писателя на международной арене. О жизни и деятельности Садриддина Айни написаны десятки научных трудов и исследований и сотни статей. Карим Хайдар, Навруз Шохи Азизулло, Махмад Саиди Камол, Далер Содиков. Новости. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в стране и в мире на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы!